Идея строительства новой соборной мечети в Эски-Кырым витала в воздухе не один год. Местные мечети уже давно не вмещают прихожан. Людям даже приходится читать намаз на улице. Новая мечеть рассчитана на 700 человек. Cümlemizin kısmet olsa bu camiyi bana da görmek kısmet olsun. 4 yıldan beri bizge haber geldi, cami açılacak deyip geldiler. Bana bugün endi tantanalı merasimler oldu. Kurban çalındı. Allah Teala bizge yardımcı olsun. Bizim cemaatimiz eskinde köp, hepsileri mabetler, hepsileri camiyekiler yaşından kartkaç hepsileri camide bayram vaktlerde camiler tolup gitti. Bir yerde çıka bargança yer yoktur. Onun için biz soragan edik o vakti bizge bir yer hazırlayan bir ayırsanız. Ana hükümet geldi, ayırdı bizge bu yerde. İnşallah kısmet etse şu camilerde hepsimizge bizim Kırım Tatar milletke ve Müslümanlarga cümlesimen namaz kılmaya nasip eylesin. Allah şu günlerge yetişmeye nasip eylesin. Allah yardımcı olsun. Под культовое сооружение выделено 50 соток земли. Уже в ближайшие дни здесь начнутся строительные работы. Официально с документами администрация передала нам документы, передала Думку, мы взяли, Думка передала его нам для того, чтобы мы здесь проводили. И все получается 35 соток под застройку и 15, где мы сейчас стоим, это все прилегающая территория, парковка, все такое. То есть все официально. Автор проекта мечети – молодой архитектор Алим Валитов. Его идею поддержали жители и духовное управление мусульман Крыма. Думка проводил конкурс на лучший проект по мечети. Он занял там призовое место. Ну и для нас это было еще одним поводом, чтобы его пригласить. Мы его пригласили, объяснили, что мы хотим примерно, как он видит. И, в принципе, за какие-то там 2-3 месяца он нам подготовил проект. Несколько раз мы совещались, кое-что меняли. И вместе с макетом, со всем остальным он нам привез. Мы оказались довольны. Мы довольны его работой, он доволен тем, что он принимает участие в таком хорошем проекте. Camisinin proyektinde seçti, düşündü işte ozumuzun eski camilerimizin şekli olsun deyip kubbeli değil de damı bu Han Sarayı'nın ya da Özbek Han Camisi'nin şeklini. Проект включает в себя несколько комплексов. Это будет большой комплекс. По плану здесь будет и большой ифтар-хане, и прилежащая сама территория. Понятное дело, что это план на будущее. Но ифтар-хане, абдес-хане, будут учебные классы, в принципе, которых у нас в Старом Крыму сейчас и нет. Проект составлялся так, чтобы на будущее для детей, для всего джамаата старокрымского, чтобы мы могли его использовать как общественное, так скажем, соборное, не только мечеть, но и соборный комплекс, так скажем. Культовое сооружение будет строиться исключительно на пожертвования. Öz küçümüzmen iş adamları koşulur, yerli cemaat koşulur, kim malının, kim parasının, kim hizmetinin birleşik kimse çete kalmaz. Bugün herkes hazır buna. Сколько времени уйдет на возведение храма, сказать сложно. Однако все понимают, что на строительство понадобится немало сил и средств. Но местные жители настроены оптимистично и решительно. Они уверены, общими усилиями они достигнут поставленной цели. Джамаат, в принципе, здесь не маленький, и я думаю, что мы ее осилим. Конечно, если кто-то захочет нам чем-то помочь, поучаствовать, мы не против. Это такие обыденные вещи, поэтому мы на далекую перспективу смотрим, поэтому оптимистичны в этих взглядах.